История футбольной команды «Хамхи» берет свое начало в 90-х годах прошлого века. Уже тогда у дяди нынешнего главного тренера клуба было в планах собрать самых талантливых ребят и создать футбольный клуб для участия в турнирах на высоком уровне. И только в 2012 году Джамалу Урусханову все-таки удалось осуществить мечту своего дяди. Выставил команду в чемпионате, подошел к своему дяде и сказал: я воплотил то, что ты хотел в своей жизни, собрал команду, выставил чемпионат, и осталось руководить тебе теперь. На что он обнял меня и сказал: от души благодарен, и я хочу, чтобы ты руководил командой, и чтобы они услышали не только Ингушетии, так и за ее пределами. И с тех пор команда «Хамхи» имеет множество наград в своем активе, а совсем недавно футболисты в очередной раз порадовали своих наставников и болельщиков. На открытом зимнем первенстве Чеченской Республики им удалось выйти в полуфинал турнира. Первые игры нам немного сложновато пришлись, потом ребята нашли свою игру, и, как видите, 6 игр без поражений дошли до полуфинала. Я думаю, если даже в дальнейшем и проиграем, или еще что-то, я думаю, мы и так добились хорошего результата, попал в четверку лучше. В своем выступлении заместитель министра по физической культуре и спорту Ингушетии Идрис Аушев отметил, что внимательно следит за развитием и результатами футбольного клуба «Хамхи», а также пожелал удачи в предстоящих матчах. То, что вот они сделали такой рывок, такой скачок в плане футбола, это заслужит большого уважения тренеров, я считаю, в первую очередь. Я тоже из спорта работал тренером, то есть я знаю эту работу, это сложная работа, и я вот с уважением отношусь к любому тренеру, тем более тот, который достиг результатов или команды, хоть игровой, хоть боевой вид спорта, без разницы. Поэтому нам очень приятно, что наша команда не то, что вот здесь у нас, в нашем регионе, а за пределами, не то, что диктует свои условия, а вот показывает, кто в поле хозяин. В завершении пресс-конференции главный тренер футбольного клуба «Хамхи» Джамал Урусханов передал в музей Дворца спорта «Магаз» футбольный мяч с подписями игроков команды. А директор спорткомплекса, в свою очередь, вручил благодарственную плакетку за развитие футбола в регионе. В тот же день спорткомплекс «Магаз» посетил известный боксер Рашид Кадзоев. Около недели назад он одержал 7-ю по счету победу на профессиональном ринге, выступив против аргентинца-тяжеловеса Хуана Босуальдо. Исход поединка был решен уже в первом раунде. Первый этап сбор. Кистовский раз. Второй этап сбор Махашкалер. В дальнейшем дал Эндели, через 2 месяца дал Эндели за титул Халмегджибой. Рашид также передал директору Дворца спорта «Магаз» Аслану Кадзоеву в музейный фонд свои боксерские перчатки. Мы очень рады, что наши спортсмены к нам носят свои трофеи, и нам доверяют нашему музею, и нам доверяют свои трофеи. И со своей стороны, как будут наши спортсмены нести к нам трофей, мы будем расширять свой музей. Микаэл Тангиев, Магомед Даскиев, Новости 24.